торжественного оркестра Моздокского полка Национальной гвардии. До боли знакомые песни и слова благодарности звучат сегодня в адрес ветерана Великой Отечественной Камбулата Гайсанова. Он, как и миллионы советских солдат, кровью приближал победный май. Депутат Государственной Думы России Бехкам Барахоев приехал поздравить ветерана с наступающим праздником. Сегодня мы приехали навестить нашего ветерана, нашего героя Великой Отечественной войны, пожелать ему здоровья, мирного неба над головой и кавказского долголетия. Далчи мог же мяш волга, далчи и разложь вах алта. Хаму было же бахкана вейболча векамана, векаман хамси худда, дол хам худда векешна, хейхам бинага хубба. Ялриас халхан уаждя чама, уаждил чама, паркло. Камбулат Гайсанов помнит дни суровых 40-х, когда он 16-летней мальчишкой ушел на войну, попал в партизанский отряд и принял участие в важном сражении Малгобекской оборонительной операции. В сентябре 1942 года был ранен и контужен, но после полученных травм не смог вернуться в строй. Шрамы на теле до сих пор напоминают о тех событиях. Трогательное стихотворение для ветерана читает участница юноармейского движения Алия Пугоева. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Камбулат Гайсанов награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу для защитника Отечества в рамках акции «Парад у дома ветерана». Строевым маршем проходят военнослужащие Росгвардии, кадеты и юноармейцы. Депутат Государственной Думы России Бехкам Барахоев оказал материальную помощь Камбулату Абукаровичу, а также привез корзины с фруктами и сладостями. Далчи мог же мяш волос и разложь дя алхалцин вахара. Шиёхка жилу жаха хазмо дигич хамде халцин. Цена лерхам бейт собой, таганда шей саадик канахм бейт сигиштем духнах беймбей. В республике духнах бейм галай. Кавказер бейм, Россия духнах бейм цатемте. Таган издем бит себе из десятилетия адулхи قواني خجيات أخيستهم يعني اشتغلن في دساد لوجلو حماش تص خرس حماش ودنيا دسم دسادي طبعا في بتشغل قيتو حماش جا أسرنا دي غير تجا حماش في نيس ли غير تجا ليلج مديبي دالشي برتع болбы. Мы поздравили Камбулата, пожелали ему крепкого здоровья, поблагодарили его и в его лице всех тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не дожили до 77-летия со Дня Победы, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили в мире и благополучии. Каждый год мы эту акцию проводим. Ветераны – это наша гордость. За счет них мы и держимся, держали, мир держали. Дай Бог, дай Аллах им здоровья. Но акция проводит для того, чтобы поддержать их как-то словом, как-то подарками. Проводится от управления Росгвардии, от управления Венстаграны. Приезжаем, навещаем. Всероссийская акция продолжается в доме еще одного героя Великой Отечественной войны. Звуки оркестра, знакомая мелодия. Еще один ветеран, который принимает парад прямо у дома, обладатель многочисленных медалей, участник Курской битвы Магомед Медаров. Ему еще не было 18, когда он был призван в ряды Красной Армии. Рядовой 47-й стрелковой бригады пехотного отделения Магомед Медаров награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за отвагу. Ветерана с наступающим праздником 9 мая поздравляет председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев. Да, съедут мясо. Я дресхан баркал дал мог же мясо вахал. Ож дер дохамды. Ани алчы том яхры з эгирч аабо миди том хампус. Сигиш дагылятса, сигиш победой обеспечит для тан. Еметти гевай мох тан латиш халч. З дохамды. Я дирс дож беркети мог же мясо волж. Доктор хайвахти лакы. Дер солчор да съедут. Эште сатсовот хаму таш. Для ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова также устроили торжественно парад победы прямо у дома. Моздокский полк Национальной гвардии исполнил на духовых инструментах песню победы, а военные отряды прошли строевым маршем, отдавая честь герою Великой Отечественной. Ветерану
также преподнесли подарки и сладкие корзины. Время никогда не сможет стереть память о славных подвигах советских солдат. 9 мая было и остается днем Великой Победы. Праздник, который действительно эти люди приближали со слезами на глазах. Рина Сычоева, Асхаб Белакиев. Новости 24.